Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы. Потому что если у нас будет карантин, то есть у нас ничего не будет работать, ни предприятия, правильно, то есть частный бизнес уже лопнул, то есть и государству нужно будет выплачивать компенсации, правильно, работникам, работодателям, то есть, мы не потянем, наверное. Если введут карантин, то, накроется большинство предприятий и просто не будет денег. Нет необходимости введения карантина, все основные меры уже приняты, всего достаточно, слава богу. Потому что уверены в своих силах победить без карантина сильного такого. Люди все у нас довольно образованные, в смысле, и понимают, что можно обойтись. Мне кажется, что это невыгодно в какой-то степени. Многие у нас даже не считают, что эта проблема есть, поэтому не считают, что вообще следует вводить карантин. Я думаю, что экономическое положение не позволяет этого сделать. Почему не вводит, а зачем вообще карантин? Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы. Экономика ляжет, если ввести. По экономическим причинам. Он собьет всю экономику. Мы будем на нуле. В мире 81% уже безработных. В мире. Я боюсь, конечно, то есть, но пока что работаю, потому что моя работа напрямую связана именно с контактом с людьми. То есть пока мы работаем, то есть я тоже работаю. Сейчас ходит и грипп, и ОРЗ, все на свете, как раньше мы могли чем-то заразиться, так и сейчас. Просто, может быть, более аккуратными надо быть. Боюсь, поэтому я одеваю маску. И еще у меня есть, ношу с собой, постоянно при входе, выходе я пользуюсь, протираю руки, ручки и все прочее. Так что боюсь. Мне 74 года, конечно. Все боятся. Мы понимаем, что такая категория населения, как молодежь, что даже если она заболеет, она переболеет, но все же у нас у всех есть пожилые родственники. Мы все боимся за них. Я опасаюсь. Нет. Но хожу как правительство говорит, так вот и исполняю все обязанности. Ну да, что делать? Каждый, наверное, думает об этом. Но не стараюсь не думать, не вникать. Чтобы меньше контактировать с людьми, то есть получается, чтобы переждать этот момент, скажем так, то есть, мы же разносим, получается, эпидемию, правильно, то есть друг на друга пересаживаем ее, то есть таким образом. Я думаю, это все политические вопросы, и кто-то преследует свои цели. Дело в том, что они поздно спохватились. Они понадеялись. Там все границы открыты, так сказать. И они понадеялись на авось. Поэтому у них так получилось. Вовремя не приняли меры. Чтобы люди как раз-таки сидели дома, самоизоляция, и тогда меньше будут болеть. У нас считают, что нет проблем. А даже если мы пытаемся сами сидеть, то нас наказывают. То есть в том же ВУЗе, нас просто отчислят, если мы не будем ходить. И домой нам не разрешают кататься. И мы просто сидим и не знаем, что делать. Обезопасить себя, естественно. Но я считаю, все-таки в Беларуси после нескольких кризисов нет такой возможности. И пока ситуация не настолько критическая, чтобы вводить его. Не знаю про соседние страны, не могу только сказать про свою страну. Что я считаю, что он правильно делает, и зачем нас садить на карантины. Каждый пускай соблюдает как есть, и все будет хорошо у нас. Россия, предположим, очень богатая, Белоруссия. Одна из бедных постсоветских республик. Видите, у нас детские сады будут закрыты. Маме надо компенсацию давать, детей кормить. Конечно, надо было так сделать же, как и другие страны. Говорят, что меньше, чем у России, но не сопоставимо вместе с размерами населения России и Беларуси у нас все-таки выше. Вот это немножко настораживает.